Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто и что ворвется в вашу жизнь в считанные дни? Что такого прям острого, яркого и неожиданного произойдет? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Тут добрый вестник вам вышел. Прям в двери вам стучит. Добрые вести вам принесет. Вести, которых вы очень-очень долго ждали. Здесь как судьба ваша решается, либо как будущее ваше открывается для вас. Человек может быть как знакомый, так и незнакомый. Но вот прям на вашем пороге стучит в вашу дверь и говорит: танцуйте, вам добрые вести, да, вам радостные, либо долгожданные вести. Слушайте, вы так обрадуетесь этому человеку, вы так обрадуетесь этим вестям. Но вот действительно как переломный момент в жизни. Вот как все меняется, и вы это ощущаете, и вы этим наслаждаетесь. И знаете, как гора с плеч у вас спадает. Может быть, был какой-то длительный период ожидания, может быть, он был нервный, дерганный, да, вот прям думали, что все, там не придут эти вести, вам откажут, там не получится, что-то случится плохое. А тут видите как, просто задержался, может быть, в пути. А может быть, действительно у вас там эта нервотрепочка была, потому что вы ждать не умеете. Но в любом случае, добрый вестник уже у вас на пороге. Здесь и кто, и что, да? Добрый человек с добрыми вестями, может быть, даже и очень добрый человек, да, хороший, добрый человек. И плюс сами вести, сами по себе очень замечательные, судьбоносные, прекрасные, открывающие вам там миллион возможностей. Ну, не сегодня, а завтра, так точно этот человек появится на вашем пороге. Дальше, мои хорошие, приглашение вам идет. Приглашение в правую сторону, приглашение, которое... Даже не сколько приглашения, сколько как уговаривать вас будут. Куда-то сходить, кого-то посетить, где-то вместе побывать. Какой-то человек прям вас тащит, вытаскивает вас из дома и говорит: ну пошли, ну идем. Ну что ты дома сидишь, да? Ну давай сходим вместе, там развеемся, что-то сделаем. Вы сначала не хотите? Говорите: да нет, мне и дома комфортно, я там отдохнуть хочу, да у меня там ножки болят, еще что-то. А потом идете, получаете просто неземное удовольствие. Вы все разные. У кого-то удовольствие будет от того, что вы увидите. У кого-то удовольствие будет от того, что вы попробуете. У кого-то удовольствие от того, к чему вы приобщитесь. Да, по-всякому отыграется. Но то, что будет удовольствие, это 100%. И вы так будете этому человеку благодарны, кто вас вытащил. И себе будете благодарны, что все-таки в последний момент вы решились и пошли. Дорога у вас ближняя. Дорога легкая, да, то есть никакого напряжения вы не чувствуете. Получаете огромное удовольствие. Так, с левой стороны. С левой стороны у вас как молния бьет. Молния бьет. Странно. Здесь человек вот лежит, как будто бы уже что-то произошло с этим человеком. Еще и молния ударит. Чем-то заслужил, наверное, такую ситуацию. В плохого человека молния ударит. В плохого. И здесь даже как дополнительное какое-то наказание идет в виде этой молнии. И так уже человек наказан, еще и молния ударит. Ну, все по справедливости. Вот что этот человек заработал, то он и получает. Вы как будто бы руку приложили к этой молнии. То ли это были ваши мысли, вы так и думали, вот мало тебе досталось, да, надо, чтобы тебя больше наказали. И так оно произойдет. Либо
Может, вы действительно что-то сделали и тем самым вызвали эту молнию. Понимаете, ну, всякие ситуации бывают. Я, конечно, ни на что не намекаю, но я думаю, что вы меня поняли. Да, да, прям ударит, и будет больно, и прям горелым запахнет, жареным, да, горелым. Ну, кто что заслужил, тут по-другому и не скажешь. Так, с левой стороны женщина, которую вы очень давным-давно не видели. Женщина, которая очень сильно поменяла свое отношение к вам. Женщина может быть родственницей, может быть подругой, просто какой-то коллегой, знакомой. Что-то вас раньше в прошлом объединяло, и как-то вы не сильно там родичались, либо не сильно общались, не сильно дружили. Вот эта женщина, она опять появится на вашем горизонте, но уже на вас будет смотреть, ну чуть ли не молиться. Не знаю, она так вам обрадуется, а может быть она даже специально искала, вот хотела встречи с вами. То есть качество отношений очень такое, знаете, разительно с тем, что было, и с тем, что будет. Вы еще так будете так руку выставлять и говорить: так, дамочка, поспокойнее, не надо, сбавь обороты, не надо такого напора. Вас это очень, кстати, удивит. А я вам скажу, это все ее жизненный опыт. То есть вы очень хороший, светлый человек. В свое время она это либо не поняла, либо не оценила, либо, может, завидовала вам. Ну, все бывает в жизни. Может, молодая, глупая была. А вот прожила она какое-то время, вот пообщалась с разными людьми и поняла, что такими людьми, как вы, разбрасываться нельзя. Такими людьми, как вы, нужно дорожить. Ведь вы редкость, уникальность. Вот какой вы честный, чистый, откровенный человек, кому можно довериться, вы благородный человек. Вот поэтому она прям землю кушать будет, лишь бы опять втереться вам в доверие и с вами общаться, вот, дружить с вами, родичаться. Ну, у каждого по-своему отыграется. Значит, подвоха у этой женщины нет. Здесь действительно искреннее желание именно дружить, именно общаться, именно вот с вами постоянно быть в контакте. Да, она вас, мне идет, что искала, ну очень, по крайней мере, хотела, чтобы вы опять общались, опять как-то вот дружили, да, что-то общее имели. У нее, кстати, я не знаю, то ли это ее муж, дети, то ли это ее семья, то есть она не одна придет, она еще какого-то хвоста с собой приведет в виде своих родственников, либо своей семьи. Как в таком формате будете общаться, либо познакомитесь с ее семьей, неважно. Важно, что она идет вот именно с чистым сердцем, возвращается с чистым сердцем. Есть мужчина, который очень много работал. Может быть, он где-то вот находился, работал. У него тут огромная такая кирка, тяжелая кирка. И он очень много работал. Либо очень часто уезжал где-то куда-то работать. Может быть, это ваш жених, может быть, это ваш муж, может быть, даже какой-то вот мужчина, с кем бы вы хотели отношения создать. Но поскольку он постоянно был в отъездах, в разъездах, полноценной семьи, полноценных отношений у вас, к сожалению, не получалось. Смотрите, он свою кирку опустил. То есть, либо здесь будет очень такой длительный у него отпуск, в который он сразу придет к вам, причем он придет с какими-то, не знаю, подарочками, комплиментами, с каким-то разговором, да, вот прям по-доброму к вам придет. Вы его, если честно, не очень ждете. Либо это ваш мужчина, который так и скажет: все, больше я никуда не поеду, я больше тебя не оставлю. Теперь я буду искать работу где-нибудь здесь по-местному, да, чтобы никуда далеко от тебя не уезжать. Вот словам этого мужчины вы очень-очень обрадуетесь. Эти слова вам просто сердце согреют. Знаете, аж до бабочек в животе, до мурашек таких вот добрых, теплых мурашек по телу. Скажете: боже, как долго я этого ждала, да, как долго я ждала этих слов, как долго я молилась и надеялась, что ты прекратишь вот эти свои разъезды, вот эти свои бесконечные командировки, что ты будешь рядом со мной, да, что мы сможем с тобой выстраивать отношения. Прекрасно, это прекрасно. Неожиданно, но очень-очень прекрасно. Так, еще вышел человек, который пытается быть вашей тенью, либо который следует за вами как тень. Человек, с каким-то умыслом. С каким-то умыслом, замыслом. Либо человек вами пользуется, либо такие мысли воспользоваться.
может быть, куда-то вас заманить, подманить, обмануть. Ну, в общем, человек себя покажет истинное свое лицо. То ли масочку забудет натянуть, то ли, вот знаете, как проговориться в чем-то, а вы раз сразу и заметите, скажете: так вот ты кто на самом деле. Вот раскусите вы этого человека, раскусите. И знаете, как отрежет от этого человека. Вот есть у вас такая черта, вы доверяете, вы открыты, но если вы почувствуете хоть вот капелюшечку обмана, то все, вы уже человеку не верите и не подпускаете к себе. И тут идет такая ситуация. Смотрите, этому негодяйке, ну, понятно, что разные бывают и мужчины, и женщины, да, прям обломится. Вы больше к себе не подпустите, даже на пушечный выстрел не подпустите. И человек прям будет, знаете, как волосы на себе рвать. Сначала по-хорошему вас будут уговаривать, а потом может даже прикрикнуть, либо поугрожать. Вы будете равнодушны. Вы в какой-то зоне безопасности, и этого человека уже не подпускаете. Все, соскочили с крючка. И здесь еще и высшие силы вас защищают. Вот прям покажут вам этого человека без розовых очков. Либо, да, масочку с него так приподымут, вы увидите, что это там чудовище мохнатое, и скажете: не-не-не, жертвой я твоей не стану. Ну прям, да, прогоните этого человека, это будет правильно. Так, что еще спешит в вашу жизнь? Здесь какие-то деньги спешат в вашу жизнь. Деньги, которые нужно заработать. Вам именно не работу будут предлагать, а именно заработать. Вот так и скажут: хочешь заработать? Вот есть такое предложение, такую-то сумму платят. Это может быть что угодно, как постоянная работа, так и как подработка, да, временная какая-то работа. Но именно предлагают деньги, и деньги стоящие вам предлагают. Конечно, не миллионы, не миллиарды, но сумма приличная. А вы будете думать, вы будете решать, и многие из вас согласятся и не пожалеют. Если вы занимаетесь какой-то частной деятельностью, особенно оказанием услуг, здесь вас могут куда-то пригласить на дом кому-то, обслужить, допустим, вы стилист, да, прически, покраска, укладка, и вас приглашают обслужить какую-то большую свадьбу. То есть там и невеста, и подружки невесты, и родители невесты, и какие-то родственники. То есть вы можете в какой-то короткий промежуток времени заработать очень хорошую сумму. Но здесь нужно трезво оценивать ситуацию и понимать, что деньги легко не дадутся, и надо будет попахать. Но сумма того стоит. Да, сумма того стоит. Так, в следующем моменте кто-то пойдет на какие-то, не знаю, что-то мне идет как экзамены, что-то вы будете сдавать, что-то вы будете писать, как даже отчитываться, может быть. Обычно экзамен, да, отчет по знаниям, вы сдаете какой-то экзамен. Может быть, вы студенты, может быть, вы на права будете сдавать, может быть, какие-то лицензии, разрешения получать, как профквалификацию свою подтверждать. Но что-то прям такое, знаете, сложненькое, переживательное. И вы нервничаете. Значит, мои хорошие, с левой стороны у вас выходит очень четкий знак того, что нервничать вам категорически запрещено. Вы такой человек, который может выгореть. Да? Вот из-за этих нервов вы можете выгореть. Здесь очень важно подготовиться, да, и успокоиться. Довериться самой себе, что да, я выучила, я знаю, я пойду и сдам. А если вы себя накручиваете, если вы потом спать не можете, вы ворочаетесь, вы нервничаете, ногти грызете, идете на экзамен выгоревшим человеком, то, извините, даже зная, можете просто так запутаться, и мысли все в голове пропадут. Поэтому, пожалуйста, не нервничаем, идем и спокойненько сдаем. Либо получаем какую-то квалификацию, подтверждение, что там нужно сдать. Не нервничайте, пожалуйста. Ваш главный враг – это ваши нервы. Ваша растрепанная нервная система, расшатанная нервная система. А вы еще и подыгрываете. С этим надо что-то делать. Может быть, какое-то успокоительное попринимать. Может быть, даже какое-то натуральное, чай из этой мелисы, мяты. Кто что любит. Может быть, еще какие-нибудь настоечки природные. Если вы доверяете более конкретным медикаментам, проконсультируйтесь у своего доктора. Может быть, он вам какие-то успокаивающие выпишет, такие посильнее.
Но нервничать вам явно нельзя, абсолютно нельзя. Так, еще кто что ворвется в вашу жизнь. Ну, во-первых, здесь новый взгляд на давно забытое. Забытое, вот в плане какого-то дела, ситуации, либо забытого, да, какого-то мужчины. Мужчины, человека в целом. По-новому как-то посмотрите, какие-то данные у вас появятся, какая-то информация появится. У вас тут идет возврат назад в прошлое. Либо вы с каким-то человеком опять общаться начнете, как шанс дадите. Либо вы чем-то когда-то занимались, потом успешно это все так забыли, закрыли. И сейчас у вас как назад возвращается интерес к этому делу. Ну, назад в прошлое — это не так уж и плохо. Тем более с сегодняшним ощущением, как говорится, с сегодняшними свежими мозгами, когда вы уже прокачали свои знания, когда вы уже какой-то опыт приобрели. Вот в этот раз, в сегодняшнем дне, все может получиться. Причем очень так и неплохо, я бы даже сказала, успешненько может получиться. Не бойтесь вернуться в прошлое, не бойтесь. Это не шаг назад, это просто другая ветка развития вашей судьбы, вашей ситуации. Ну, относитесь, по крайней мере, так к этому. Так, еще кто ворвется? Здесь какой-то оголделый мужик. Оголделый мужик с цветами. Девочки, вы меня простите, но он правда как ураган ворвется в вашу жизнь. Ну, с цветами здесь как цветок, и тут же можно еще и рассмотреть пальмовую ветку. Ну, типа мириться, да, давай мириться. Давай мириться, либо давай сходиться, давай знакомиться, давай встречаться, давай друг друга любить. Да, либо там, прости, был неправ, да, я там осознал, я там придумал, передумал, все в голове прокрутил. Но он явно оголделый, на каких-то эмоциях. Здесь сзади за ним кто-то тащится, как поддержка, может быть, как свидетель, может быть, да, вот типа докажи, что я все понял, либо докажи, что я поменялся. Ждите оголделого мужика. Я не могу сказать, кем он вам приходится. Вы все слишком разные. Но то, что он ворвется как ураган в какое-то совершенно неподходящее время, это точно. Вас застанет прям врасплох. И если честно, скорее всего, это вас прям разозлит. Разозлит, но никуда не денешься, придется его выслушать. Выслушать и принять по нему решение. Пока вы не примете решение, он от вас не отстанет. Либо да, я даю тебе шанс, либо да, мы с тобой там поговорим, я принимаю твое условие, твое приглашение, твое предложение, либо нет, все, категорически нет, уходи. Вот пока вы это решение не примете, он от вас не отстанет. И еще вот этот свидетель там у вас будет путаться под ногами. Так, для девушек важная информация. У вас в руках большие деньги. Большие деньги, причем, знаете, как крупные купюры такие у вас в руках. Не спрашивайте, откуда вы получите. Не могу вам сказать, здесь это не указано. Но то, что в руках вы крупные деньги держите, это точно. Это точно. И опять же, я не вижу, как вы с ними поступите, но сам факт нахождения в ваших руках и в правой, и в левой по крупной купюре, это 100%. Это вот оно уже прям вот-вот случится. Так. Здесь какое-то желание куда-то упорхнуть, как птица. Желание упорхнуть. Но желание такое, знаете, иллюзорное, к сожалению, иллюзорное. Вот кому-то вы будете говорить про свое желание, и человек скажет, а я знаю, как это сделать, либо я тебе скажу, как это сделать. Вот какая-то надежда еще войдет в вашу жизнь. Обещание, надежда, как возможность, да, возможность благодаря какому-то человеку. Ну, больше как женская энергетика идет, но тем не менее. Может быть, вам билет на самолет надо купить, может быть, вам действительно нужно куда-то съездить, а вы не знаете как, на чем, когда. И вот какая-то женщина вам пообещает. Здесь просто пока обещание выходит, да, надежда как обещание. Вот прям потеплеет на душе, вы немножко успокоитесь. Вот кто именно хотел лететь, ехать, либо где-то побывать. Так, еще тут такой у вас завиток вышел. Завиток. Ну, если честно, мои хорошие, похоже на беременность. Беременность. Причем
неожиданную. Вот простите, но неожиданную. То есть вы не готовитесь и не ждете, и вообще об этом не думаете. А прям, да, можете и в такое состояние попасть. Либо вы, либо какая-то ваша знакомая женщина, либо даже какая-то родственница. Потому что здесь я вижу обсуждение этого завиточка с таким: что теперь делать? О боже, как поступить? Ну надо же, никто не думал, не гадал. И вот, пожалуйста, пополнение, да, приплод. Вот, так что, мои хорошие, будете обсуждать, и обсуждения будут жаркие. Вот сам момент вот этой неожиданности, он, конечно, делает эту ситуацию очень яркой. У вас 2 росточка еще вышли. 2 росточка. Один у вас, скорее всего, как ожидаемый, то есть вы ждали, когда он появится, а второй как сам по себе вырос. Как сам по себе. И вот вы смотрите на эти росточки, думаете: ой, я теперь вдвойне счастливая, либо я вдвойне счастливый. Хотела один, либо хотел один, а теперь их 2, целых 2. Ну вот что-то прирастет, что-то вырастет, какие-то ваши труды, какие-то ваши вложения, какое-то ваше, знаете, как вот суета, подготовка к чему-то дадут прям двойной результат. 2 росточка у вас сразу. Ну, хороший момент. Так, еще какая-то гора, которую вы сможете преодолеть. Гора. Гора с правой стороны, то есть дело очень важное, я бы даже сказала судьбоносное. Долго вы эту гору, она неприступная, да, вы долго пытались ее преодолеть, и вот не получалось. А тут, смотрите, какое-то решение, какое-то действие, какая-то мысль, и, пожалуйста, гора вам поддается. И не такая уж она большая, не такая уж она крутая. Может быть, вы просто побаивались этой ситуации, откладывали, перекладывали, может быть, кого-то ждали. А тут как сроки поджимать, либо надоела эта вся ситуация. Вы думаете: блин, будь что будет. Вот пойду к этой горе и посмотрю. Подходите к этой горе и понимаете, что это холм. Это не гора, это просто холм. И на нее легко взбираетесь и переходите. Что-то разрешится, что-то решится, причем очень-очень быстро. Так и скажете: ну что ж я так долго медлила, да? Что ж я так долго время тянула? Ох, если бы раньше, все бы было очень-очень успешно. Так, и еще, кто недавно сдавал какие-то анализы, либо проходил какие-то обследования, к вам птица летит с такими вот крыльями толстыми, большими толстыми крыльями. Наверное, скорее всего, получите просто талмуд этих всех справок, результатов, и долго будете их изучать. Но птица летит в правую сторону, значит, новости будут хорошие, это 100%. И обилие вот этих бумажек, документов, конечно, вас немножко огорчит. Но, тем не менее, информация внутри этих документов, она такая, знаете, хорошая для вас, для вашего восприятия. Радоваться, не печалиться, а радоваться будете, когда все эти документики наконец-таки изучите, все эти справочки, результатики, что вам там дадут, кардиограммы, диаграммы, да, все это изучите, поймете, что ага, и еще поживем, да, не все так плохо. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.